Чудесный ларец. Сказки народов, живущих в Эстонии. Добрый вечер, дорогие слушатели! У микрофона Лена Туровская. Сегодня первый летний вечер, и именно сегодня начинается новая передача, которая будет с вами на протяжении 3 прекрасных месяцев. Каждую среду в это время будет открываться чудесный ларец, а там сказки, легенды, притчи, а может быть даже мифы разных народов, населяющих Эстонию. Ведь летом мы становимся ближе к природе, замечаем, что кроме нас на этой земле живут разные звери, птицы, растут удивительные цветы и деревья, а может быть, находится кто-нибудь еще, о ком мы пока не знаем, но обязательно узнаем в будущем. Вполне вероятно, что летним вечером появится немножко времени для того, чтобы отдохнуть не только телом, но и душой. Душе, конечно, не надо позволять лениться, но и расслабиться ей тоже не помешает. И вот тогда вполне можно послушать о царях и царицах, живших в Тридесятом царстве, о молодильных яблоках, страшных драконах, живущих на краю земли, добрых волшебниках, которые знают, как их победить, говорящих зверях и птицах и растениях, которые указывают клады, и вообще перенестись в другой фантастический мир. И несмотря на нашу жизнь, полностью связанную с компьютерами, интернетом, все дети все равно любят сказки. Да и взрослые тоже, просто не все признаются. Ведь как ни крути, все наши желания и стремления носят сказочный оттенок. Здорово, если можно было бы вместо всей дорогостоящей индустрии красоты просто посмотреться в зеркальце, и оно вам скажет, что вы на свете всех румяней и белее. Или вместо подтяжек или липосакций окунуться в волшебный источник, и вы снова будете молоды и прекрасны. Все свои несбыточные желания человечество отражало в сказках. Младший сын, которому-то и родительского наследства особенно не положено, оказывался сказочно богат. Девушка выходила замуж по любви за доброго молодца, а злой король, на которого в реальном мире управы не сыщешь, был наказан волшебными силами. И у всех народов можно найти сказки смешные, страшные, сказки о дружбе и предательстве, о дураках, которые в конечном итоге оказываются самыми умными, о судьбе. И, конечно, у всех есть сказки о свободе. Впрочем, очень многие несбыточные мечты стали явью. Мы ведь путешествуем на коврах-самолетах и ездим на повозке без лошади, а выиграть в лотерею все равно, что найти клад. А благодаря современной химии можно вернуть и золото волос, и девичий румянец. Но несмотря на то, что все люди очень похожи в своих желаниях и существует масса бродячих сюжетов, сказки у всех этносов очень различаются и носят свой сугубо индивидуальный характер. Это действительно душа народа. У кого-то полный лес всяческой нежити, у кого-то мудрые птицы и рыбы. Есть истории, призывающие обратить внимание на мимолетность власти и богатства, а кто-то хранит предания о силе и отваге. Если вдуматься, сказки сейчас помогают нам вспомнить о том, что доброе дело так или иначе зачтется нам, о том, что растения и животные не просто красивые предметы, а живые существа и вполне могут с нами общаться, и о том, что иногда на самом деле дела обстоят вовсе не так, как это кажется на первый взгляд. И тогда сказки помогают нам отделить реальность от наваждения. И сегодня мы слушаем первую историю. Здравствуйте, меня зовут Ираида Захарова. Я представляю в Эстонии МТУ «Волгама». И если мы будем точны, то это Поволжье или Адалжи.
Так как я представляю чувашскую культуру, конечно, у нас сегодня рассказ будет на русском и на чувашском, слова будут встречаться. И разговор у нас с вами будет о сказках, о легендах, о сказаниях. Ведь в этом, несмотря на то, что мы живем в таком информационном веке, несмотря на то, что у нас есть такие удивительные технологии, которые нам помогают связываться с нашими земляками, несмотря на то, сколько тысяч километров нас разделяет, мы все равно можем с ними общаться. Поэтому мы сегодня вспомним то, что давно-давно рассказывали люди друг другу, когда не было радиосообщений, телевизионных возможностей. И поэтому все, что они знали, они передавали друг другу, когда собирались, встречались и рассказывали. А то иначе как бы мы знали, что когда-то в давние времена жили такие огромные великаны, которых звали улапами. И это связано в первую очередь с тем, как появились чуваши на берегах Волги и Камы. Давайте мы с вами сегодня вспомним о тех древних давних временах. В легендах об Улыпе прослеживаются пережитки матриархата, господство патриархата, древний охотничий и кочевнический быт предков чувашей, переход к оседлости, строй военной демократии, защита племени от внешних врагов, возникновение классового неравенства и государства. Примечательно, что одной из легенд родиной Улыпа считается Кавказ. В 4 гора Арамази, связанная также с Кавказом. В грузинской мифологии один из древних богов, живший на горе Армазис, назывался Арамази. Некоторые чувашские языковеды пытаются вывести Арамази от имени доброго бога Ахурмазда, Армуст, Арамаз, или от имени бога-творителя Армаста в зороастризме. Послушайте, Армаста, если мы будем говорить на эстонском языке «любите», далеко за морями, на юге, гласит легенда, спустился с высокой горы Арамази великан Улып. Он был послан на землю богом, громовержцем Аслади, поведать людям правду и бороться со злом. Улып увидел пасущиеся в долине стада, принадлежавшие маленьким людям, скотоводам. Позабыв наказ отца, Улып, одолеваемый завистью, захватил себе все стада, взял в жены самую красивую женщину, людей разогнал, а жена ему родила 2 сыновей-близнецов, которые выросли также громадного роста и необыкновенной силы. Они пасли с отцом стада, а между делом развлекались охотой, стрелами поражали любого зверя за 7 верст. Но в день Колыма неожиданно скончалась их мать. Похоронив ее, отец проклял землю, укрывшую жену, а сам пошел на гору Арамази искать себе в жены другую женщину. Прошло 3 дня, а Улып все не возвращался. Встревоженные сыновья пошли искать отца и нашли его на вершине горы, прикованным к скале цепями. Увидев сыновей, отец сказал: «Меня приковали к скале навечно за невыполнение завета отца Аслади. И вы, дети мои, никогда не делайте людям вреда, а отсюда переселитесь». Улып указал им путь на север, поселиться младшему между реками, старшему на правом берегу одной из них. И это будет родиной вашего племени. Пусть ваши потомки почитают ее во веки веков и посеют на ней добрые семена. Сыновья распрощались с отцом и обещали ему свято выполнить его заветы. Прощаясь с сыновьями, отец заплакал горючими слезами. Его слезы растопили горные льды, из гор потекли в долину ручьи, заливая зеленые луга. По всей долине расцветали красные маки. Сыновья пошли со своими стадами на север, не раз отбиваясь от нападения горных жителей. Через 3 дня они добрались до впадения большой реки в море, которое назвали Адал, Волга, а потом пошли вдоль реки, много раз отбиваясь от нападений степных
и лесных жителей. Через 7 лет сыновья Улаба дошли наконец до слияния двух больших рек. Здесь они остановились, и в среду, древний праздничный день чувашей, зарезав утку, сотворили молитву. Младший брат поселился в Междуречье, а старший на правом берегу реки Суры. Начали они распахивать землю, сеяли яровые хлеба и озимую рожь. Близ горы Арамази жил богатырь Улаб, который содержал несметное количество скота, говорится во второй легенде. Но однажды начались невиданной мощи грозы, дождь полил, как из катки, лавинами неслись воды с гор и затопили луга в долинах. И дальше мы четко можем понять, о каких же реках говорится в этой легенде. Но мы уже слышали, река, которой придерживались братья и шли наверх, это река Волга. Соединялась она с рекой Камой, и между ними в древние времена как раз и было место Волжской Булгарии. Поняли, о чем мы говорим? Значит, наши предки очень четко понимали, что они родом оттуда. Но что самое главное в этой легенде? В наиболее распространенном варианте рассказывается, что самое главное – надо любить свою землю, помнить о заветах отцов и никогда не нарушать то слово, которое ты дал. И поэтому чуваши стремятся в своих молитвах вспоминать своих предков, не забывать о их заветах. И до сих пор, по сегодняшний день, они живут на берегах великой реки Волга. Но по удивительному совпадению она у нас называется совсем по-другому. И если для многих россиян Волга – это матушка-река, для нас Адал – это батюшка. Так что, посмотрите, для нас самое главное получается в жизни отец, который всегда знает, как жить его роду, как жить его последователям. И все эти сказки я помню еще с детства. Несмотря на то, что день в деревне был длинный, бабушка всегда находила время нам рассказать несколько таких занимательных историй. И мы росли именно в той низовой Чувашии, где были такие курганы. И мы знали, что эти курганы образовались именно благодаря тому, что когда Улаб пахал свои поля, у него набивались в лапти. Земля набивалась, он вытряхивал и выбрасывал назад. И вот с тех пор эти куски земли образовали курганы. И наши люди это называют Улаб-Тапри. Так что все до сих пор живет. И мы, еще учась в школе, часто туда ездили просто на велосипедах, потому что это было где-то 7-10 километров. Так что наша земля, она земля преданий и сказаний. Ожогаш сенде, дәл булат томорсан ба, кобак шужам киричен, калажат томорсалза, юратсак жүреттемір, бір-біріне етлеттемір, кергунезем жетсесін, туйда бабар теттемір. Кеттенес, рахмастық кеттенес, мұңын кепке тұқсасын, елзе ярып кеттенес,
sana hönendem Birine hürmetlendim Sanba bincidi toma Şurada gencekşelerim Vay engem sana Maşum kadran buşama Ergen her yurada var Arnelerim hep sana Vay engem sana Maşum kadran buşama Ergen her yurada var Arnelerim hep sana Ыдалаттан есмана, шубырлаттан есмана Дексем кассенде, ажашлаттан есмана Урак кинеттері будун, манна баджак барахрон Юдалытла юраса, чунна махыраттардан Моя няням шисана, машум патрон бушама, Эрден бер юрада бар, Арнелерим hep sana. Моя няням шисана, машум патрон бушама, Эрден бер юрада бар, Арнелерим hep sana. Эдер бірле буласук, шумаларза юрласук, эсеманын черен, үйгө жанда тугасук, юрадады деп сана, мамаймасты деп сана, анжа кесеман бамар, эсек алюра хибе. Моя няням шисана, машум патрон бушама, Эрден бер юрада бар, Арнелерим hep sana. Моя няням шисана, машум патрон бушама, Эрден бер юрада бар, Арнелерим hep sana. Sanbagana diliyle buldum teli bulsa sabunsa Şun savni hep sanbaşık mahri kırılıp vurdum yuratsa yabansa Şun savni hep sana kuş kırışı dep kıpırarım sidere şorokra Şun savni hep sana kuşla enyengem sandım kan şumra yulasa Şun savni hep sanbagana diliyle buldum Sanbaşıp mahri kırılıp vurdum yuratsa yabansa Şun zavni hep sana kuşlar jidep kıpırarım sidere şorokra Şun zavni hep sana kuşla enyengem sandım kan şumra yulasa Сегодня мы достали из чудесного ларца чувашские предания. Помогла нам в этом председатель объединения «Волгама» или «Поволжье» Ираида Захарова. Ну а в следующий раз наш ларец окажется прямо на Кавказе, на горе Арарат. Ведь у армян тоже есть сказки. На сегодня это все. Передачу подготовила Элина Туровская. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Чудесный ларец.